Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 8. А Кремль-то татарский. Вернемся в Кремль. Откуда оно, это загадочное слово, в не менее загадочном русском языке и еще более загадочная российская история? Слово «идит кудрит» от тюркско-татарского «кедра» – кудрит. Какое-то не русское, тюркско-татарское, что ли? Долго я ходил вокруг этого слова «Кремль», но оно стоит того. Мы не чужие в своем отечестве. Ладно, господа хорошие, сообщу вам, как у Гоголя в «Ревизоре», одно пренеприятнейшее известие. Не в обиду будет сказано, центр российского государства, где у него долгие годы был сердце и мозг, Кремль, происходит от тюркско-татарского слова «кирмен», который переводится на русский язык как «крепость». Это означает, что на этом месте в Москве в древние времена был тюркский Кирмен. Москва не только делами, но даже архитектурой повторяет Сарай-Берке, столицу Орды. Цитата далее. В ней сделали лучевую планировку. Каждая улица начиналась от Кремля и дотягивалась до самой крайней захудалой постройки – постройка, от тюркско-татарского слова «тарак». Не упуская из виду ни большого, ни малого, улицы уходили из города, становясь дорогами, связывающими столицу с окраинами. Конец цитаты. Мурат Аджи, «Полынь Половецкого поля». Есть также две башни, от тюрко-татарского баш – голова. Две башни Кремля с тюркскими названиями Кутафья и Беклемишевская. Сама Москва на 7 холмах тоже в некотором роде заимствование из тюркского, так как у тюрков основными сакральными и магическими значениями является 1, 5, 7. Этот ряд почитания чисел встречается повсюду, где жили тюрки. Например, Берели, Бирюли, Бирюлево, Беренче, Брянск, Биштау, Пятигорск, Пятихатки, Джиде-Пулат, Семипалатинск, Семикаракорск и так далее. В Москве и области, кроме известных всем Кремлю, Арбату, Ордынкой, Басманной, есть менее известные тюрко-татарские названия. Таганка, названная так по слободе мастеров, изготовивших когда-то таган, треножники для котлов. Измайлова, Татарская, Балчук, от слова балчик – земля, или Балчук – рыбный базар. Тушино, от тюркско-татарского тыш – слезай. Биберева, от тюркско-татарского баби – ребенок. Жулебина, от тюркско-татарского джейли-жию – шить. Аминьева, бывшая деревня, ныне Аминьевское шоссе. Бутакова, от тюркско-татарского бутак – сук, дерево. Бутово, от тюркско-татарского бату – тонуть. Татаровские высоты, возле которой течет река Сетунь. Сет – молочная. Река Яуза, от слова Яуз – злая. Город Коломна недалеко от Москвы некоторые исследователи выводят с татарского слова «Колым». Город часто сдавался в качестве дани Колыма. Можайск,
Межа, что означает черту границы. Балакирева, Половецкая, Бектышева, Берендеевка, Бавлины, Шереметьево, Шарапова, Охота, Хатунь, женская, Щербинка, щербет сладкий. Таких названий в Москве и Московской области очень много. Вообще как раз от Москвы и начинается целинная целина «Завение в истории России». Продолжение следует.